Ассаламу алейкум и всем мира! Сегодня речь пойдет о том, как Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды и что она представляла из себя после ее распада в виде Казанского ханства. В первое десятилетие XIII века, в самом начале так называемого жестокого века, Булгарский Эмират мог казаться современником оазисом спокойствия и благополучия. Правитель справедливо управлял державой, вассалы его были ему верны, налоги не обременяли народ, казна быстро пополнялась, а подданные были покорны и благочестивы. Но только на первый взгляд картина была такой идиллической. На самом деле страна кипела и дымилась во внутренних противоречиях и смутах. Вокруг трона булгар шла тайная закулисная борьба между претендентами на власть, а беки, правители отдельных областей, лишь дожидались удобного момента, чтобы обрести самостоятельность и не зависеть от центральной власти. Несомненно, что о надвигающейся монгольской опасности булгары узнали еще в 1219-20-х годах, когда войско монголов воевало в Средней Азии. В середине 1221 года государство Хорезмшахов было разгромлено, и большая его часть оказалась в руках завоевателей. Булгарам удалось договориться о мире с Владимиро-Суздальским княжеством, которое в свою очередь укрепилось в устье реки Ока в виде крепости Нижний Новгород. В голове булгар, очевидно, держали скорое прибытие монголов и готовы были на некоторые уступки своим западным соседям, с которыми долгие годы велось противостояние в той или иной форме. Чингизидский полководец Субидей после успешного похода на Крым и разгрома русско-кыпчакского войска у реки Калки осенью 1223 года двинулся на Булгар. По данным Ибн аль-Асира, монголы направились на Булгарию в 620 году хиджры. Он повествует следующее. Когда жители Булгара услышали о приближении к ним монголов, они в нескольких местах устроили им засаду, выставили против них, встретились с ними и, заманив их до тех пор, пока они не зашли на место засад, напали на них с тыла, так что захватчики остались в середине. Бил их меч со всех сторон, перебито их было множество, и уцелело из них только немногие, говорят, их было 4000 человек. Отправились они оттуда в Саксин, возвращаясь к своему царю Чингисхану, и освободилась от них земля кыпчаков. Кто из них спасся, тот вернулся в свою землю. Это известие находит определенное подтверждение в другом независимом источнике, когда братья-францисканцы из Венгрии в 1237 году посетили Булгарию и проживавших на ее восточной границе мадьяр. Они узнали от тех венгров, что те воевали с татарами, имеется в виду монголы, 14 лет, и только на 15-й захватчики смогли их покорить. Поход 1223 года показал монгольским правителям, что завоевание западных земель может потребовать серьезных военных усилий, которые не могли быть задействованы в силу растянутости коммуникаций и истощения сил монголов. Джучихан в своем улусе не сильно усердствовал в военных походах, чем навлек на себя гнев отца. Чингисхан увиделся прямой саботаж сыном его приказа. Однако наказать своевольного отпрыска великому хану не пришлось. Джучи умирает в 1229 году, а вслед за ним через полгода умирает и его великий отец. Ханом тогда становится сын Чингисхана Угидей, а в улусе Джучи правит Джучиев сын Бату. Укрепление власти Бату и усиление его войск позволили ему перейти к задаче захвата Заволжья и Нижнего Поволжья. Однако здесь им пришлось столкнуться с сильной коалицией народов, объединившихся перед угрозой с востока. Основным силовым и цементирующим углом сопротивления монголам являлась Волжская Булгария со своими владениями в Нижнем Поволжье и присоединившиеся к ним емеки, кыпчаки, аланы, мадьяры и другие. В 1229 году центром сопротивления был город Саксин. Тогда поход Бату-хана на Саксин провалился, и правитель улуса Джучи вынужден был отступить. Но неудача не заставила его отказаться от планов завоевания региона. Этому было несколько причин. Бату-хан мечтал о значительных завоеваниях на западе и расширении своих владений. Общая неудача предыдущих походов, однако, заставила Бату-хана изменить тактику. Теперь основной удар решено было нанести прямо по Волжской Булгарии.
Поход состоялся летом или осенью 1232 года. Из некоторых сообщений можно сделать вывод, что на этот раз главной сценой военных действий стал город Беляр, и в этот раз так же, как и с Саксином, монголы вернулись ни с чем. В 1234 году в Заволжье сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на целый ряд военных успехов и даже очевидно определенного расширения территории улуса Джучи на запад, решающего успеха достигнуто не было. На Курултае 1234 года Батухану был опять передан корпус Субидея, но для успешной войны, как показали события предыдущих лет, этого было явно недостаточно. Острота проблемы потребовала от великого хана пойти на беспрецедентный шаг и уже через год собрать новый Курултай. Уступая, очевидно, давлению джучитов, великий хан был вынужден объявить общемонгольский поход на запад во главе с Бату-ханом. Это была беспрецедентная мобилизация сил, какой Монгольская империя больше не знала. Выполняя указ Угидея, многие чингизиды участвовали в походе лично. Младший сын Чингисхана Кулькан, сыновья Угидея Гуюк и Кадан, сыновья Тулуя Менгу и Бучек, сыновья Чигатая, Бури и Байдар, а также все взрослые джучиты Бату, Орду, Шибан и Тангут, а из почетных эмиров Субидей-Богатур, Бурундай-Батыр и несколько других. Осенью 1236 года объединенное монгольское войско направилось в Поволжье. По данным Джувейни, после Курултая царевичи разъехались по своим улусам. Для сбора своих войск весной вышли к границе Булгарии. Против такой военной мощи вряд ли справилось бы какое-либо государство того времени. Ожидаемо не устояла и Волжская Булгария. Очевидно, булгары отлично подготовились, однако этих усилий было недостаточно. После падения Беляра, который был полностью сожжен, а население уничтожено, сопротивляться монголам не было никакого смысла. Победа над булгарами открыла монголам путь к завоеванию всего Поволжья. Скорее всего, именно с этого времени их войска разделились и принялись завоевывать поволжские земли одну за другой. Итогом стало то, что Волжская Булгария как государство и как самостоятельная военная сила перестала существовать, а к весне 1239 года практически вся Восточная Европа оказалась во власти Бату-хана. Территория Волжской Булгарии стала частью Золотой Орды. Большинство булгар селилось вдоль Волги и Камы, в том числе в окрестностях города Казани, который был основан ими ранее в качестве северного форпоста булгарского государства, а в итоге стал новым культурным и политическим центром, ядром государства, получившего впоследствии известность как Казанское ханство. Казань стала не только культурным и политическим, но и торговым центром всего Волгоуральского региона. Некоторые города, такие, например, как Булгар или Джукитау, были восстановлены, но былого могущества уже не достигли. После принятия ислама ханом Золотой Орды узбеком в качестве государственной религии влияние булгар в городах Золотой Орды заметно увеличилось. К середине XIV века некоторые княжества Волжской Булгарии стали более независимыми и даже вводили свои собственные деньги. Княжествами стали править булгарские эмиры. К середине XV века территории Волжской Булгарии под предводительством хана Улуг-Мухаммеда стали полностью независимыми от Золотой Орды. Казанское ханство занимало обширную территорию в Среднем и Нижнем Поволжье. Эта территория включала в себя земли двоякого рода. Основное ядро государства, населенное татарским народом, и обширные подвластные земли, населенные другими народами и состоявшие в даннической зависимости от Казанского ханства. В общем же, можно считать, что основное ядро Казанского ханства, имевшее татарское население, почти полностью совпадает с территорией современной Татарской республики. В состав Казанского ханства входили мордва, чуваши, черемисы, ватики. Сопоставляя границы современного расселения этих народов, мы должны включить в пределы Казанского ханства территорию областей Марийской и Чувашской губерний, Сибирской, Пензенской, Саратовской и Тамбовской. На севере часть Вятской губернии, всю Водскую область, а на северо-востоке небольшую часть Пермской губернии.
На востоке Казанское ханство граничило с обширным Ногайским княжеством, на юге с Астраханским ханством, на юго-западе с Крымским ханством, на западе с Великим княжеством Московским, на севере с Вятскую общиною, которая в конце 15 века была присоединена к Москве. Казань, как торговый центр, несомненно, имела очень пестрый состав своих жителей. Что же касается до массы земледельческого оседлого населения, то вряд ли можно сомневаться в том, что оно сохранило в своей основе старый булгарский народ. Казанское государство выступило на поприще исторической жизни сразу же в виде зрелого организма с прочно сложившимся бытовым и культурным укладом. Оно совершенно не знало стадии постепенного формирования, и это явление может быть объяснено лишь древностью его населения и преемственностью культуры и расы. И по сути главный вопрос, который будоражит умы историков и самих татар. В какой степени булгары Волжской Булгарии имеют отношение к татарам Казанского ханства? Татары сквозь время, вне всякого сомнения, стоят на том, что потомки булгарского народа после разрушения булгарского царства продолжали существовать в составе народа, известного под названием казанских татар. В пользу этого мнения выступают следующие доводы. Первое – это самосознание народа казанских татар, их родовые воспоминания о своем булгарском происхождении, предания об основании булгарами татарских селений, почитание развалин Булгара и булгарских древностей как священных памятников своего национального прошлого. Второе – это тождество мест поселения как в общих пределах района, так и в отдельных пунктах. Третье – это преемственность оседлости и земледелия, врожденная способность к торговле, составляющая характерную черту как древних булгар, так и современных казанских татар. И четвертое – это тождество материального быта, отмеченное в научной литературе, и единство духовной культуры. Друзья, Казанскому ханству мы планируем посвятить несколько выпусков «Татар сквозь время». В следующем выпуске мы поговорим о главной фигуре самостоятельного функционирования Казанского ханства после Золотой Орды хане Улуг-Мухаммаде. Обязательно пишите в комментариях свои отзывы и пожелания, ставьте братский татарский лайк этому видео и подписывайтесь на наш канал. Ассаламу алейкум, сау балагас, и до новых встреч. С вами был Ринат Хабибуллин и «Татары сквозь время». Пока.